Ровно неделя осталась до всероссийского тотального диктанта. В этом году акция пройдет уже в 15-й раз. Впервые жители страны написали диктант в 2004-м, и с тех пор масштабы акции выросли. География расширилась, охватывая более 70 стран мира. Что готовит предстоящая акция, расскажет Дмитрий Тымыров. Так, вот тут у нас она так интересно запакована. 1100 ручек специально для участников тотального диктанта. В Якутске хватит каждому желающему проверить знание русского языка. Коробку доставили в столицу республики за неделю. В рамках проекта Почта России доставляет 225 тысяч ручек по всей территории страны от Камчатки до Калининграда по специально организованным маршрутам, самый длинный из которых более 10 тысяч километров. В Якутию посылки с ручками были доставлены в среднем за 7 дней. Мелочь, а приятно, признают организаторы. Кроме Якутска, коробки с ручками доставили в Нерюнгри, Алдан, Ленск и Беркакит. Если раньше мы старались, конечно, обеспечить участников тотального диктанта ручками, но это были обычные ручки, то в этом году будет возможность написать современной, эргономичной, удобной ручкой от фирмы Берлинга. Образовательная акция пройдет 14 апреля. В прошлом году диктант написали 800 якутян. В столице региона уже определили площадки для тотальной проверки. Федеральный университет и 2 библиотеки имени Белинского и Национальная. Появятся и новые пункты. В этом году впервые тотальный диктант будет проводиться на площадке, которая расположена в интерактивном музее «Россия. Моя история». Поэтому приглашаем туда горожан. В этом году автором текста стала известная российская писательница Гузель Яхина из Казани. Для тотального диктанта она подготовила 3 разных варианта – утро, день и вечер для 3-часовых поясов. Организаторы приглашают якутян стать частью всероссийской акции и проверить знания родного языка вместе со всей страной. А именная ручка останется как сувенир. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.